Также мы можем полностью проверять щебень, песок и цементы даже. Марку цемента надо проверять. У нас для этого есть специальные вот такие закупили фракционный песок, внутри фракции есть. Вот как раз на одну порцию баллочек, чтобы цемент определить, марку цемента. Я каждый год определяю разные цементы. Очень помогает у нас. И вот видите, вот здесь показывает угол наклона электрода. Специалист должен научиться держать. Значит, вы что-то думаете, видите, зеленая полоса должна быть, это красным нельзя переходить. Берем ремонт кузового автомобиля, это опять же вот это то же самое, там легкового автомобиля. Есть проектно-снятная документация, изготовленная. Правительство республики оплатило эту проектно-снятную документацию 16,5 миллиона. Одним словом, есть проект, есть земельный участок федерального государственного бюджета образовательного учреждения, высшего образования, ингушский политехнический корпус с тремя специальностями: промышленное гражданское строительство, разработка и эксплуатация нефтяных и факультет автомобильного транспорта. Здесь вложено ПГС, промышленное гражданство, более 35 миллионов рублей. В разработку и эксплуатацию, если мы как-то откроемся, больше 100 миллионов рублей Роснефть здесь вложила. Вот этот центр у нас, если мы сейчас туда зайдем, вы увидите. Создается учебный центр подготовки кадров нефтегазовых отрасли. Это для рабочих нефтяной отрасли, также для рабочих нефтеперерабатывающей отрасли, также для студентов нашего колледжа. Значит, эти участки были созданы в рамках соглашений. 3 участка. Есть участок добычи нефти и газа, там мы находимся. Перед вами реальное оборудование, реально работающий станок качалка. Естественно, это насосный фонд называется добычи нефти и газа. Естественно, мы здесь проводим тренинг после теоретического обучения. Здесь, значит, замер идет, замер суточный замер, можно у нас резервуар, как имитация резервуара, где меняется гидропроводы, да, уровень меры, соответственно, замеряем рабочие и студенты учатся замерять, значит, остатки нефтяные, снимать нефтяные остатки и обслуживание вот насосов, действующий насос, вот мы его подключаем, у нас идет циркуляция жидкости, когда она поступает, водовод поступает, туда идет процесс циркуляции. Закрепляем каналы водоназора. То есть, представляете, к нам приезжает бригада с капремонта, да, с нефтекомплекса, они стоят каждый на своем месте, да, я задаю программу, так, у нас сегодня ликвидация газа, нефти, водопроявлений. Здесь стоит один бурильщик, там стоит на насосный агрегат, это имитация машины насосного агрегата, да, они все дружно стоят на своем месте и глушат скважину, то есть они имитируют это.
А попробуем эту ошибку допустить. Здесь, если какая-то ошибка возникает, то, естественно, компьютер показывает и помогает эту ошибку ликвидировать. На производстве это делать вещи запрещено. Подготовку, профессиональную подготовку операторов-кассиров. Это тоже компания Роснефть. Операторы Роснефть, наши заправочные станции республики, договор. здесь мы обучаем, Да, здесь наши все вот операторы эти, там да. работают. Огромное количество библиотеки по каждому направлению. Это больше. Это предмет нашей гордости тоже. Гоша, он немножко устарел, но мы сейчас, у нас вот Александр Юсупович сказал, что сейчас придет новые модели. Понимаете, у нас 10 специалистов уже на должностях, уже буквально 2 года. Который разрабатывает все программы учебные. Благодаря ей у нас и все инструктажи разрабатываются. Это студенты с Ингушнефти. У них сегодня допуск по резервуарным паркам. Мы постоянно, вот наш методист им составляет график. Вот сегодня, учитывая вот сейчас обстановку эпидемиологическую, здесь положение по Роснефти нам прислали его, мы только можем в кабинет обучать 6-7 человек. Коллективу колледжа, руководству здесь удалось, по сути, создать полноценный учебно-курсовой комбинат, на котором не только выпускники школ в Ингушетии могут получать рабочие специальности, связанные с нефтегазовой промышленностью, но и действующие сотрудники предприятий. Это очень важный момент. То есть, по сути, это очень хороший пример взаимодействия учебного заведения с реально работающим предприятием. То есть сегодня такая ситуация, что если нет базового предприятия, нет отношений с работодателем, нет трудоустройства гарантированного, то очень трудно вообще работать в таком учебном заведении. Надо активнее работать с федеральными грантами. Вот мы специально для этого приехали, чтобы коллег проконсультировать, понять, какие здесь основные проблемы, какие планы развития. И в дальнейшем, конечно, поддерживать учебные заведения. То, что сделано, это сделано благодаря руководству республики. Но если нам немножко еще помочь, хотелось бы, как я вам уже говорил, чтобы в республике у нас образовался еще второй технический университет. А так вам огромное спасибо, что приехали.